Леонид. У него есть свой канал Леонид Прилепин, так и называется. На днях он выехал на экскурсию по Кавказу. И он доехал в Дагестан, поездил там по разным районам, горным местам. И сегодня он приехал в Чеченскую Республику, то есть через горный Дагестан на Козиной. Он мне позвонил, сообщил, что он уже приехал, что он уже на Козиной. Но он мне сказал, что будет ждать. Соответственно, я живым или мертвым должен поехать увидеть его. Надеюсь, что я доеду, машина не подведет. Я с ним увижусь там, на Козиной. Буквально только что Леонид вышел на связь. Я уже в пути еду к нему, потому что он меня уже ждет. Не могу я человека подвести. Сказал, приеду, значит, должен приехать. Должен. Обещал, надо держать обещание. Так, время уже 17:30. Я выехал с Ведено, еду в направлении Харачой. С Харачой уже самый сложный путь, серпантин в гору. Теперь будем ехать вверх, в горы. Вот это село Харачой. А вот в эту гору мы должны подняться. Туда и вон туда вверх. Выехали с Харачой, вот теперь это начинается у нас серпантин. Мы должны подняться в эту гору и по горам до Козиной. Посмотрите на эту красоту. Не увидели. Там у нас стадо баранов. Козлики пасутся. Все, мы заехали на пик гору Козиной, на перекресток Дагестана и Чечни. Все, теперь спускаюсь вниз Козиной. Надеюсь, Леонид меня еще ждет. Все, как вы видите, на улице уже темнеет. Но в любом случае, я буду очень рад его увидеть. И надеюсь, он тоже будет. Так. Заезжаем. Кстати, друзья, эта сторона база отдыха Алхлар, по-моему, была. Это сторона дагестанская. То есть тут дагестанская база отдыха, а с правой стороны, когда мы едем туда, на базу Козиной, вот там уже чеченская сторона. Так, дорога тут так себе, но тем не менее едем, по чуть-чуть продвигаемся. Заехали. Теперь будем искать не у нашего брата. Что-то тут его не видно.
Казиной, друзья. Это Казиной Ам. Что-то я не вижу нашего друга Леонида. Проедемте еще чуть дальше. Посмотрим, где он может быть. Это озеро Казиной Ам. Увидел нашего бородача. Вот наш герой. А как дела? Я тебя стернул, поработать не дал, нормально. Нормально, да? все. Как ты? Да нормально, хорошо мы вот. Приветствую тебя. Историческая Я? встреча. Неудобно, так Мне нормально, все Она нормально. меня ругалась, говорит, ты, говорит, человека с работы сдернул, говорит. Не, друзья, мы наконец-то вместе. Наконец-то. Вот. Вот. Так что. На Казиное, Да. на Сентябрьском. О, Ну, легко одет ты, тут, Ну, тут мы- другая погода. вы типа привыкшие, да? Но все равно холодно. Ну как вы, экскурсия как? Так, сейчас мы выключаемся. Просто я хотел Да. это на наш канал выложить. Обязательно. Мы То, по что- озерам. Сегодня с дагестанского Мачоха на чеченский Казиной. Ну, пока на дагестанской стороне находимся. Ну, практически да. мы в Чечне. Ну уже, да, вот можно это сказать. уже дагестанская, а там уже эта дорога уже Там чеченская. уже Да. чеченская. Так что Я сейчас уже мы, географию изучил Кавказа немножечко так. сейчас у нас освещения нету, сейчас мы еще выключимся. Да, подписчикам А жизнь Кавказа большой привет из Воронежа. О, Ну как, не из Воронежа, с Чечни уже. Уже с Чечни. Казиной, да, уже от Воронежца, вот так вот во, скажем. во. И от нас воронежцу. Вот, все. Так, друзья, мы уже сколько часов тут в мечети? Ну, нормально мы здесь уже так посидели. Мы уже На на Казиной, Казиной, мечети. в сторону Алхар, по-моему, это база. Алхар. По-моему, Со Алхар. стороны вот, которая... Да. Короче, кто знает Казиной, знает вот это место. Это дагестанская сторона, база отдыха. Такая щебенчатая дорожка. Да. Алхар, короче. Тут есть прекрасная мечеть маленькая. Вот. Небольшая, Да, уютная, Вот замечательная. смотрите, вот все имена Да, Аллаха. с подсветкой. Да. Мы зашли сюда помолиться. Я помолился в вечернем намазе, и до сих пор мы тут уже где-то Да, сколько часов? Беседуем, Ну, как минимум часа развиваем полтора-два. многочисленные темы. Вот. Мы очень от души поговорили. Я очень рад Леониду, что он приехал. И очень рад тому, что у меня получилось вырваться вот из этих рабочих моментов и приехать к нему. Вот. Поэтому сегодня мы все это как бы завершаем на такой приятной ноте. А завтра, если мы доживем до этого момента, надеюсь, что доживем, мы поедем в сторону Макажой. Сейчас я не буду называть куда, но вы уже догадались, наверное. Есть у нас некоторые проекты с Да. Ибрагимом. Так что, видя меня на канале и при названии Макажой, вы уже знаете, что у меня в голове, что у меня там, куда я могу поехать. Но именно туда мы еще заедем и другие места. Короче. Все, до завтра, Леонид. Тогда Да, дай Бог обязательно, увидимся. иншаллах, завтра мы увидимся и постараемся порадовать вас новыми видео совместно. И сами порадуемся Да. вместе с вами. Да, у меня для сегодня тоже праздник, большая радость. Я, как вы видите, в туристической такой одежде простой, уже много дней в пути. С Дагестана сегодня приехал первый день в Чечне, сразу на Казино, и вот встреча с братом Ибрагимом. А завтра плавно перетекает в продолжение сегодняшний вечер, в завтрашнее утро, будем надеяться. Все. Вот. Так что, друзья, подписывайтесь на наш канал. Жизнь Кавказа. И Леонида Ибрагим. Прилепина.
Все. Будем для вас снимать всякие интересные, будем надеяться, полезные штуки на разные темы. Я попрошу брата, чтобы он еще где-то как-то там сочинил песню. А у меня это, в секрете держать, видишь, не получается, как говорится. Да, для меня это приятно, ребят, спеть для вас, для чеченского народа, который как бы для меня открывает тоже некоторые моменты. В Чечне много я чего постигаю, в том числе с пользой для себя. Некоторые векторы развития, благодаря чеченскому народу. Тоже. Вообще Северный Кавказ меня очень радует, влечет, манит. И традиционно уже у нас с моей женой получаются путешествия весна-осень. Именно в город Дагестан, Ингушетии, Осетии, Чечни. Так что, друзья, оставайтесь с нами, будет интересно. Да. Все, тогда до завтра. До встречи. До завтра. Все, давайте. Увидимся. Так, друзья, я выехал уже обратно домой. Я обещал человеку приехать, я не смог не сдержать обещание. В этой мечети мы сидели, эта мечеть была очень красивая, уютная мечеть, было очень красиво там. Так, друзья, я выехал обратно домой. Как я сказал, постараемся, если доживем до этого момента, постараемся выехать утром. То есть постараюсь утром приехать сюда и поехать в том направлении, которое мы говорили. Все. Спокойно всем ночи и до завтра.